Наша съемочная группа одними из первых решила открыть сезон парапланов. Сейчас сами узнаем, как это на самом деле. На такой высоте ощущения непередаваемые. Это то же самое, что и аттракцион, это куда круче. Такие яркие и запоминающиеся эмоции может получить теперь любой желающий. На высоте чувствуется только зашкал адреналина. Первым делом перед полетом аппарат тщательно проверяет пилот-инструктор Валерий Машин, который давно решил посвятить себя небу и не раз совершал полеты в самых экстремальных условиях. Стремление к небу уже один раз заболел, уже довольно трудно, так скажем так, избавиться от этой небозависимости. Параплан очень интересный летательный аппарат, а самое главное, простой и безопасный. Есть и такие, у которых нет шасси, они одноместные. В нашем случае судно двухместное, а значит пилот может взять с собой еще одного пассажира. Поставить аппарат на взлетную полосу, расстелить крыло сзади, прицепить его карабином, сесть и осуществить взлет. Все просто и быстро. То есть все остальные летательные аппараты требуют подготовки значительно более серьезной. Но при кажущейся простоте технических нюансов в судне много. Например, конструкция состоит из титана. Принципиально новый для Ингушетии вид спорта, полет на парапланах, стал развиваться в республике сравнительно недавно. Однако число желающих прокатиться пока мало. Одни боятся высоты, другие упасть. Правда, таких случаев в Ингушетии еще не было. Попробовав один раз, как отмечает президент Федерации спорта сверхлегкой авиации Хусейн Кадзоев, уже невозможно остановиться. Полетать можно как над Назранью, так и Магасом. Также желающие могут заказать полет в любой другой местности. Главное одеться потеплее наверху. Холодновато бывает, поэтому надо одеться потеплее. И в любое время в Инстаграме, в Фейсбуке есть мой контактный телефон. И даже вот здесь на вышке есть телефон. Звонят, заказывают, можно полетать в любой. И даже можно обучить. Есть для этого пилот, инструктор с большим стажем. С виду может показаться, что парашют и параплан похожи. Однако это не совсем так. Сходство лишь в том, что у обоих мягкие крылья. Параплан предназначен именно для полета, в то время как парашют преимущественно, чтобы приземлиться. В скором времени в горных районах Ингушетии планируют открыть парадром для обучения парапланистов. Предположительно, он будет расположен на горе Кязи. Маршрут полетов уже разрабатывается. На высоте около 1800 метров можно будет летать без мотора свободно. А учитывая, какое внимание в Ингушетии уделяется туризму, полетать в горах республики смогут как жители, так и гости. Зелимхан Калоев, Рамзан Миржоев, Новости 24.